На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Неизменность стратегического курса на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией подтвердил съезд ФНЯ. Ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности обсудили в ходе круглого стола в Сухуме. Общественная палата Абхазии получила из Турции гуманитарный груз. Помощь будет направлена на Северный Кавказ, а также в ДНР и ЛНР. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ о создании Совета по делам ветеранов Отечественной войны народа Абхазии при президенте. Об этом глава государства заявил 26 ноября на встрече с ветеранами. Председателем Совета является вице-президент Республики Абхазия Беслан Бегвава. В составе Совета есть женщина-ветеран, герой Абхазии Ирина Завьялова. Единство народа не лозунг, а требование времени. Под таким девизом Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» провела ежегодный съезд. Ущемление суверенитета Абхазии, уголовное преследование политических и общественных деятелей и разрушительная экономическая политика последних лет. Краткий перечень вопросов, волнующих руководителей и членов партии «Форум народного единства». Подробнее Надежда Боровикова. 161 делегат официально зарегистрировался для участия в ежегодном съезде Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». Но в зале явно больше людей. В повестке дня 3 вопроса: обсуждение текущей политической ситуации, организационные партийные процедуры и принятие резолюции. Первым выступил бывший глава государства Рауль Хаджимба. Да, мы маленькое государство. Возможно, некоторые процессы сложно даются для понимания нашим соседям. Но это наша с вами жизнь. И мы хотим сохраниться, мы хотим сохранить свою самоидентичность. И нас должны слышать и понимать в этом вопросе. Если это мы не сможем донести, то будет та ситуация, которая, к сожалению, сегодня складывается. И поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшняя работа съезда была бы нацелена на то, чтобы донести позицию не только форума, а всего нашего народа до тех, кто с нами соприкасается в этих вопросах извне. Другого выхода у Абхазии нет, и поэтому мы должны сделать все для того, чтобы не было тех жестких эксцессов, которые были ранее, но и нас должны слышать и видеть. Видеть не просто как какая-то куча людей, а людей, которые реально созидают для того, чтобы государство состоялось. И абхазское государство, а не какое-то другое. С основным докладом выступил председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц. Он обозначил основные вопросы, вызывающие беспокойство у представителей партии, в том числе продолжение политики предыдущего президента Аслана Бжаня о якобы существующих в Абхазии антироссийских настроениях. Мы видим лишь одно – негативное политическое наследие, которое оставил после себя Бжаня. При нем стало возможным навешивание на абхазский народ лживых ярлыков, появление тезиса о том, что абхазский народ не способен самостоятельно решать свою судьбу, трудиться на своей земле, быть хозяином в своей стране и при всем при этом еще быть и антироссийскими. Это не укладывается ни в логику событий, ни в нормальную шкалу общепринятых правовых норм. Мы готовы содействовать в этом направлении, делать все, что от нас зависит, чтобы оздоровить ситуацию. Однако за немалый срок президентства Бадры Гунба мы так и не увидели, к сожалению, встречного движения в этом направлении. Председатель партии Аслан Барцыц осудил давление на политических и общественных деятелей Абхазии, подверг критике отсутствие диалога между властью и оппозицией, а также ряд неудачных экономических инициатив. Негативные последствия новых экономических подходов уже на себе ощутили граждане, занятые в сфере туризма, ательеры, владельцы частного сектора, экскурсоводы и представители малого бизнеса. На фоне агрессивного проникновения в Абхазию крупных компаний в туристическую отрасль наблюдается вытеснение локальных национальных игроков, что нарушает баланс и подрывает устойчивость внутреннего рынка. Подобная ситуация складывается и на топливном рынке,
где усилилось давление на независимых национальных операторов. Это еще мягко сказано, их практически разорили. Мы с вами видим, сколько уже заправок закрылись. Возникает вопрос, а кто следующий? Кто занимается продуктами, кто занимается лекарством, кто занимается транспортом, связью? И отдельно не могу не сказать. Закон о кадастре недвижимости в нынешнем виде способен породить системный кризис и вызвать волны протеста и социальный взрыв. Я никого не пугаю, но сложившаяся ситуация требует безотлагательного внимания законодательного собрания. Вопрос земли самый главный, и власть несет прямую ответственность за это. Это хуже, чем апартаменты будет. И мы настаиваем на объявлении временного моратория по сделкам до урегулирования конфликта. Заместитель председателя партии Даур Аршба обеспокоен обилием анонимных телеграм-каналов, публикующих ложную информацию о представителях оппозиции и дискредитирующих Абхазию как независимое государство. Продолжаются искажения фактов, навешивание ярлыков, составление списков неблагонадежных и другие различные формы давления. В Абхазии были ожидания, что эти негативные практики будут исправляться усилиями нового президента Бадры Гунба и Сергея Кириенко, ответственного со стороны России за всю полноту отношений с Абхазией. Однако процесс по сути продолжается в том же направлении. К сожалению, наши ожидания оказались лишь иллюзией. Более глубокого осмысления ситуации не последовало. Подобная практика в отношении одного из самых дружественных народов России крайне ошибочна и контрпродуктивна. Несмотря на это, негативные тенденции набирают еще большие обороты. Особенно ситуацию разгоняют анонимные информационные ресурсы, которые перешли от дискриминационной риторики в отношении всей оппозиции, участников национально-освободительного движения, представителей СМИ к дискредитации самой Абхазии как независимого государства. Общественный и политический деятель Геннадий Аламия выступил с предложением создать новую организацию по защите основ государственности имени Владислава Ардзенба. وبري ناكل شنا أمشرة هاي وريشرم ورخو رئيس بوس شوفوا شرازي جزلوا كار خاص زمام استاذ عليه استخدم هذيك الشتزام زي خاص شنو وبريجي هيتصلبوا أقوم وعادك بخلاص. Делегаты партии единогласно одобрили резолюцию очередного съезда Форума народного единства Абхазии. В резолюцию вошли основные тезисы и предложения, высказанные в ходе съезда. Надежда Боровикова, Сасрупал Буха, Инала Бухава, Абаза ТВ. По итогам работы съезда ФНЯ была принята резолюция, отразившая основные положения. Республиканской партии Форума народного единства Абхазии, заслушав и обсудив доклады об общественно-политической ситуации в республике после президентских выборов 2025 года, заявляет следующее. Мы считаем, что политика, проводимая режимом Аслана Джаня, нанесла прямой ущерб национальным интересам Абхазии, привела к подрыву доверия между абхазским обществом и нашим стратегическим союзником Российской Федерации, а также создала почву для опасных спекуляций о существовании в Абхазии антироссийских сил. Съезд решительно заявляет, на абхазском политическом поле никогда не было и нет сил, чьи цели противоречат стратегическому сотрудничеству с Россией. Мы расцениваем внедрение полицейских методов управления, преследование инакомыслящих, составление черных списков граждан как политическое преступление, требующее тщательного расследования парламентской комиссии. Второй пункт. Съезд констатирует,
что при молчаливом согласии президента Бадры Гумба политические репрессии в отношении граждан Абхазии и демонтаж государственности приобрели системный характер, что выражается в ущемлении суверенитета и целенаправленном возбуждении уголовных дел против общественных и политических деятелей. Такая практика является прямым отказом от главной священной обязанности главы государства – защиты интересов своего народа. В случае, если президент Абхазии не вернется к исполнению своих конституционных обязанностей, мы оставляем за собой право инициировать общенародное собрание и обратиться к народу с призывом дать соответствующую оценку действиям властей. Третье. Съезд осуждает попытки отдельных сил как внутри страны, так и за ее пределами манипулировать общественным мнением, используя анонимные ресурсы, недобросовестные медиа и давление на граждан Республики Абхазия. Мы подчеркиваем, абхазский народ – это субъект, а не объект политики, и любые попытки управлять Абхазией извне, навешивая ярлыки, глубоко ошибочны и вредны. Четвертое. Мы требуем восстановления полноценного доступа оппозиционных партий и общественных движений к эфиру государственной телерадиокомпании, а ГТРК обязана выполнить свою главную государственную функцию, а именно предоставлять слово всем общественно-политическим силам, а не обслуживать интересы отдельных групп. Свобода слова – это не привилегия, а конституционное право, и его нарушение недопустимо. Пятый. Съезд выражает крайнюю озабоченность разрушительными последствиями экономической политики последних лет, вытеснением национального бизнеса крупными внешними структурами, давлением на независимых операторов топливного рынка, угрозам системного кризиса, заложенных в законе о кадастре недвижимости. Мы требуем немедленного пересмотра экономических решений, которые могут привести к социальной дестабилизации, протестам и потере доверия народа к институтам власти. Шестое. Мы подтверждаем неизменность стратегического курса на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией, единственным союзником, оказавшим Абхазии реальную помощь в исторически сложные годы. Мы подчеркиваем, что доверие между нашими народами создавались десятилетиями, никакие политические игры отдельных авантюристов и в состоянии перечеркнуть этот фундамент. Седьмое. Мы обращаемся к народу Абхазии в условиях внешних вызовов и внутренних потрясений. Единство народа – это не лозунг, а требование времени. Только единство позволит сохранить государственность и суверенитет, язык и культуру Республики Абхазия. Съезд подчеркивает и считает крайне необходимым инициативу создания всенациональной организации по защите основ государственности имени основателя современного абхазского государства Владислава Арзенда. Ну а полное выступление экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба на съезде партии «Форум народного единства Абхазии» смотрите после выпуска новостей. Ни один гражданин Абхазии ни при каких обстоятельствах не будет выдан иностранному государству, заявил накануне президент Абхазии Бадра Гунба в интервью Абснамедиа, комментируя информацию о возбуждении уголовного дела Следственным управлением УВД по городу Сочи в отношении 3 граждан Абхазии. В соответствии с одним из фундаментальных принципов, закрепленных в основном законе нашей страны, граждане Республики Абхазия не подлежат выдаче другому государству для уголовного преследования. Независимо от того, в совершении какого преступления подозреваются наши граждане, мы исходим из того, что его деяния должны быть расследованы
компетентными органами нашей страны. И в случае наличия в них состава преступления дело должно быть рассмотрено Абхазским судом по законам нашего государства. Это является одним из элементов государственного суверенитета, при котором Конституция Абхазии не позволяет другим государствам осуществлять правосудие в отношении наших граждан. Ни один гражданин Абхазии ни при каких обстоятельствах не будет выдан иностранному государству. И точка. Что касается ситуации, связанной с деятельностью на территории Абхазии 3 граждан России, которая получила информационный резонанс, хочу отметить, что органами прокуратуры проводится всеобъемлющая проверка. По итогам проверки будет принято соответствующее решение процессуальное. Наша страна всегда славилась своим гостеприимством и уважительным отношением к гостям. Вместе с тем, иностранные граждане, посещающие Абхазию, должны соблюдать Конституцию Абхазии, уважать суверенитет, уважать традиции нашего народа. Иностранным гражданам, которые неуважительно относятся к нашей Конституции, к нашему законодательству и к нашей стране, на мой взгляд, необходимо принимать меры, запрещающие посещение нашей страны. Такие лица в Абхазии нежелательны. Абхазия является правовым государством, государством закона. В этой связи все должны понимать, что законность и правопорядок невозможно устанавливать неправовыми методами. Общество, в котором начинает преобладать самоуправство, скатывается к состоянию произвола, тем самым нанося непоправимый урон Конституции и государственному суверенитету. Если мы хотим, чтобы наш суверенитет, нашу государственность уважали в мире, то мы сами в первую очередь должны уважать и соблюдать законы нашей страны. Перед законом мы все равны. Соответственно, правоохранительными органами Абхазии будут установлены все обстоятельства, произошедшие 5 ноября текущего года. Дана им будет правовая оценка и степень ответственности лиц, принимавших в них участие. Все необходимые поручения правоохранительным органам уже даны. Хотел бы добавить, неосторожные слова, ошибки, возможные нарушения закона, совершенными отдельными гражданами как Российской Федерации, так и Республики Абхазия, не могут быть поводом для попыток поставить под сомнение взаимное уважение и добрососедство народов Абхазии и России. Стратегическое отношение между нашими государствами. Уверен и убежден в этом. Депутаты парламента выражают обеспокоенность ситуации вокруг событий 5 ноября и возможным осложнением общественно-политической обстановки. Убеждены в том, что любые попытки неправомерного вмешательства во внутренние политические процессы недопустимы. В целях исключения возможности внешнего вмешательства во внутренние дела Республики Абхазия депутаты Народного собрания парламента Абхазии рассматривают возможность ужесточения правовых норм в действующем законодательстве, отмечается в заявлении, распространенном пресс-службой парламента. Депутаты также считают важным напомнить, что парламент в рамках своей компетенции всегда оперативно реагирует на события, которые могут привести к дестабилизации общественно-политических отношений в стране. Так, 12 ноября в парламенте прошло расширенное совместное заседание комитетов по обороне и национальной безопасности и по государственно-правовой политике, посвященное вопросу нахождения в Республике Абхазия иностранных граждан, возможно, вовлеченных в выборный процесс. Депутаты заслушали генпрокурора и руководителей всех ключевых силовых структур и обратили их внимание на необходимость проведения всесторонней и объективной процессуальной проверки событий 5 ноября на предмет наличия нарушений действующего законодательства. Парламент Абхазии обращается к гражданам, ко всем политическим силам, организациям и движениям воздержаться от взаимных обвинений и руководствоваться общественными и государственными интересами. Начались ремонтно-восстановительные работы в тоннеле в районе села Лата Кадорского ущелья. Президент Бадра Гунба проинспектировал сегодня ход ремонтных работ, проводимых Управлением капитального строительства.
Учитывая важность и стратегическое значение этой дороги, мы приняли решение о начале реконструкции тоннелей. Это единственная дорога, которая позволяет попасть в верховье Латы. Значит, мы разбили на 2 этапа проведения всех этих работ. Первый этап подразумевает реконструкцию самого тоннеля, который находится в крайне ветхом состоянии. Мы сегодня прошлись, видим, что большие куски обвалов уже внутри тоннеля, часть тоннеля оползневыми процессами снесено, поэтому очень важно было и оперативно приступить к решению этого вопроса. Потеря этой дороги чревата серьезными вопросами, в том числе и безопасности. Здесь располагаются наши подразделения, части, российские пограничные подразделения, и поэтому дорога эта имеет стратегическое значение. Если мне не изменяет память, насколько я знаю, вопрос о реконструкции данного тоннеля, данной дороги стоял еще с 2008 года, но никак не получалось изыскать эти средства. Благодаря договоренностям с нашими российскими коллегами мы изыскали эти средства и направили на реализацию этого очень важного проекта. Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе рабочей поездки в Кадорское ущелье посетил пограничный отряд ПТШ пограничного управления СГБ Абхазии. Глава государства пообщался с командиром подразделения и личным составом, ознакомился с условиями несения службы и инфраструктурой пограничного поста. Президент поручил начальнику управления капитального строительства Демиру Гамисоне в ближайшее время приступить к ремонту и благоустройству помещений, чтобы военнослужащие имели комфортные и удобные условия для несения службы. Бадра Гунба выразил признательность сотрудникам пограничного отряда ПТШ за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и важную роль, которую они играют в обеспечении безопасности государства. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил село Ажаров в Кадорском ущелье Абхазии. Глава государства осмотрел здание, где ранее располагалась сельская больница и где планируется открыть фельдшерско-акушерский пункт. На данный момент этот пункт функционирует в доме руководителя ФАП Галины Гунба. Руководитель ФАП доложила президенту о том, как оказывается медицинская помощь, а также о том, какая поддержка необходима для полноценной работы. Президент поручил начальнику УКС Демиру Гамисоне в ближайшее время приступить к обустройству фельдшерского пункта, который будет занимать часть бывшей больницы. Задействовать все здание нет необходимости, поскольку население ущелья небольшое. Президент сказал руководителю медпункта о том, что даст соответствующее поручение Министерства здравоохранения, чтобы не было перебоев с обеспечением медикаментами. Глава государства также встретился с начальником местной милиции Дауром Адлиба и представителем службы государственной безопасности Абхазии Наурызом Чачхалия, который несет службу в ущелье. Офицеры доложили главе государства об оперативной обстановке на данной территории, о том, как они несут службу. Глава государства отметил важность их службы и подчеркнул, что они могут обращаться по любым вопросам обеспечения всем необходимым для работы. Ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности обсудили в ходе круглого стола в Сухуме ученые, священнослужители и общественные деятели. Организаторы дискуссии – Абхазский институт гуманитарных исследований и представительство Россотрудничества в Абхазии. Подробности у Анастасии Никоновой. Круглый стол о БИГИ и Россотрудничество затронул одну из самых актуальных тем современности – как сохранить ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности. Как отметил директор АБИГИ Арда Ашуба, выстроить круглый стол было решено в формате диалога, чтобы каждый присутствующий мог выразить свое мнение по данной теме. Исполняющая обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Татьяна Степанова отметила, что работа с молодежью важна, особенно в духовно-нравственном воспитании. Первому слово было предоставлено руководителю Центра стратегических исследований Олегу Домения. Сфера, которую вы поставили в качестве повестки дня, она является фундаментальной, человекообразующей. Человек есть духовное существо. Это его отличительная от других живых существ черта. Если у человека отнять эту духовность, то, естественно, он становится
просто обычным животным существом, который может наносить не только ущерб себе, но и всему остальному окружающему миру. К сожалению, наблюдается и такой процесс, поскольку я представляю на самом деле старшее поколение, по крайней мере в этом зале присутствующих, я вижу, как прерывается преемственная связь поколений. А это чрезвычайно тоже опасно. Когда мир деформируется, именно тогда и происходит разрыв поколений. Глава Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия отметил, общество, которое живет по принципу нравственных норм, это общество, приносящее пользу самому себе. Что такое нравственность? Нравственное богословие существует. То, что нравится Богу. Вот слышал его хозаран сейгам пхов, а уприхахазу. Вот то, что не нравится Богу, то мы и делаем, потому что мы прилепились к этому человеческому, отпадая от божественного. Поэтому это очень опасно. Опасно мы становимся без образа, а без образа это безобразие. Поэтому, дорогие мои, раскрывают вот в этих этнических понятиях, значит, мы имеем, слава Богу, такие традиции, которые в мире от Рождества Христа, которые ассоциируются с христолюбивыми абазгами. Значит, нравственность, вот та этническая, которая существовала у абхазов, она оказалась очень близким с евангельской правдой. Это Священное Писание. Поэтому вот это нравы, вот эти этнические понятия, они очень необходимы. Настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий Киут отметил, что преемственность традиций – основа сохранения приоритетов в системе духовно-нравственного воспитания личности. У нас много замечательных традиций в Абхазии. И наши дедушки, бабушки относительно недавно, вот можно сказать, 50 лет, 60 лет, 30 лет, как мы с вами воспитывались. И мы помним нашу деревню абхазскую, которая воспитывала личность человека в чистоте, в люботе, в вере, в красоте духовной. Но, к сожалению, вот как сказал Олег Несторович, трансформируется, идет деградация, бесспорно идет деградация. Но чтобы не было деградации, чтобы был прогресс духовный у нашей молодежи, мы должны, конечно, много работать. И самое главное в преемственности и в исторической науке, самое главное – это любовь к родине, любовь к отчизне. Член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджоли отметил, Абхазия – участник современных глобальных процессов и сохранить ценностные приоритеты в системе духовно-нравственного воспитания личности непросто. У нас по-прежнему, как я говорил раньше, остается на вооружении абсурда. Но вы знаете, трудно это как-то вместить во что-то в виде какого-то труда. Ведь абсурд – это что такое? Это все, что пронизывает жизнь человека. От рождения и до смерти. Абсолютно все сферы жизни пронизывает. Поэтому это особое, это уникальное такое явление, которое, так сказать, воспитывает, оно сопровождает человека всю его жизнь. Ну, государство среди приоритетов это должно самым главным приоритетом быть. Поэтому общеизвестно, что для этого государство что может создать? Оно может способствовать улучшению связи семьи, школы, детского сада, высшего учебного заведения. В общем, сделать все для того, чтобы создать на территории своего государства вот такое своеобразное, знаете, пространство, что ли, воспитания, единое такое пространство. Без этого разобщенные какие-то усилия, они не приведут. Директор Всемирного фестиваля молодежи Юлия Красцова подчеркнула, что при формировании приоритетов в работе организации был запрос от молодежи. Для этого на различных площадках проходили встречи с абхазской молодежью с целью узнать круг их интересов. Мы выступаем такой площадкой, на которой каждый
студент, молодой человек, молодежь у нас в таком широком понимании от школьников до уже работающей семейной молодежи. И для каждого мы стараемся подбирать, организовывать мероприятия. У нас проходили совместно с Обществом знания мастер-классы по ораторскому мастерству. Очень откликнулось ребятам, спикер был очень интересный. Выступающие сошлись в том, что в частности существует необходимость выработать механизмы повышения значимости науки, образования и культуры в процессе воспитания личности. Анастасия Никонова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Работе нового республиканского сосудистого центра посвящалось совещание в Минздраве, которое провел министр Эдуард Бутба. По словам его главврача республиканской больницы Эрика Хатхова, уже проведено 9 операций, и все они прошли успешно. Особое внимание было уделено вопросам быстрой доставки пациентов с острым коронарным синдромом или инсультом в центр, в так называемое терапевтическое окно, время, когда медицинская помощь наиболее эффективна. Речь также шла об обеспечении автомобилей скорой помощи необходимыми лекарственными препаратами, а также снабжении самого центра расходными материалами для операций и медикаментами. Общественная палата Абхазии получила из Турции гуманитарный груз. Помощь будет направлена на Северный Кавказ, в семьи участников Отечественной войны народа Абхазии, а также в Донецкую и Луганскую народные республики. Подробнее в репортаже Аристида Каракасиди. Общественная палата Абхазии продолжает свою деятельность по поддержке жителей Донбасса, которые столкнулись с тяжелыми жизненными условиями. На этот раз в рамках благотворительной акции будет передано гуманитарное оборудование, включающее более 900 комплектов зимней одежды. Часть груза будет отправлена в семьи участников Отечественной войны народа Абхазии, а большая его часть направится в Донецкую и Луганскую народные республики. Члены Общественной палаты Республики Абхазия уже неоднократно принимали участие в акциях, в различных благотворительных акциях поддержки для людей на Донбассе, которые в данный момент испытывают много разных сложностей. И вот благодаря одному из членов Общественной палаты, заместителя секретаря Общественной палаты Низаму Хапат, и при тесном взаимодействии с представителями нашей диаспоры в Турецкой республике, в частности с родным братом Низама Ахмед Хапат, который уже много раз внутри Абхазии проводила различные благотворительные акции, да, также и другие наши соотечественники. Сегодня в рамках этой акции передали порядка 900 комплектов одежды для женщин, мужчин, преимущественно для детей. И это такой сезонный груз, который вот как раз-таки сейчас поможет в холодные времена детям. Это теплые куртки, свитера. Это уже третий гуманитарный груз, отправленный из Турции для нуждающихся людей. Вадим Мироненко, руководитель единого штаба помощи Донбассу в Абхазии, выразил признательность заместителю секретаря Общественной палаты Низаму Хапат за помощь в организации акции. Также Мироненко вручил благодарственную грамоту для Ахмета Хапат и других участников акции. Помощь выдается поэтапно. Там у нас в Донецкой республике филиал, и оттуда выдается помощь. То есть мы сразу мешки никому не сваливаем. То есть под запись это и школы, это дома-интернаты, это люди с ограниченными возможностями. В ближайшее время поедет груз с детскими подарками, это мандарины, апельсины. Мы объявили акцию, объявили ее неделю назад, и вот она у нас до 27 числа. Гуманитарная помощь продолжает поступать в нуждающиеся регионы. А Низам Хапат отметил, что сотрудничество Общественной палаты Абхазии с абхазской диаспорой в Турции будет активно развиваться и в дальнейшем. Арестит Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. В Национальной библиотеке состоялся юбилейный вечер в честь 70-летия журнала «Алашара», одного из главных периодических изданий страны на абхазском языке. Поздравительный адрес от имени президента Бадры Гунба зачитал вице-премьер Джансух Нанба. Тему продолжит Фаина Мато. Апсуа литература аҿиара амҩа иананылоз зқьышәиԥшьыни жәижәох шықәсазы раԥхьаӡакәны иҭыҵит ажурнал «Алашара». Акыр иаԥсоу ажурнал «Алашара» редакциа усзуҩцәа, аԥхьаҩцәа. Аԥсны алитературатә журнал «Алашара» хынҩажәижәаба шықәса хыҵит. Ари ҳлитературеи ҳкультуреи рҭоурых аҟны епохак зыҵазкуа рыцхуп. Ажурнал анапҵаз инаркны иахьа уажәраанӡа ҳажәлар рдоуҳа мҩа ишықәԥхьаӡараны иҟан. Ус иҟоуп иахьагьы. Уи адаҟьақәа рҟны иркьыԥхьан иналукааша ашәҟәыҩҩцәеи апоетцәеи рыгәҵамҭақәа.
аԥсуа литература классик Дырмит Гулиа инаиркны аамҭа ҿыц ахаҿра аԥызҵо ҳаамҭазтәи авторцәа рырҿиамҭақәа рҟынӡа. Аԥхьаҩцәа ахаангьы ргәы хыҭхыҭуа алашара номерқәа рҭыҵра иазыԥшын. Уи адаҟьақәа ирнылон аамҭа агәеисыбжь зныԥшуаз аԥсуа жәлар ргәы иҵхоз атемақәа, аԥсуа жәлар рзы илахьынҵа ӡбагаз азҵаарақәа ирызкыз апублицистикатә материалқәа. Ажурнал иалшеит аҭоурых азы амилаҭ хақәиҭратә қәԥара хҭысқәа реиқәырхара, аиаша, агәрагара, есааира ишьақәырӷәӷәо ахьыԥшымразы ақәԥарахь ирыԥхьо. Алашара иахьагьы уи амиссиа иацәхьамҵӡакәа актуалра шамац иамоуп, ауаажәларра реидкылареи, ҳлитературеи, ҳкультуреи, рырҽереи хықәкыс ишьҭыхны. Ажурнал аҵакҷыдақәа иреиуоуп уи абиԥарақәа, аклассикцәа дуқәеи иахьа алитературахь зшьаҿа еихызго авторцәа ҿарацәа иреидкылара, абиԥарақәа реимадара, аԥсуа литература аҭынхаду еиҷаҳаны аиқәырхареи, аиҳахареи ртәы аҳәоит. Гәык-ԥсыкала аредакциа усзуҩцәа, уи авторцәагьы ирыдысныҳәалоит ажурнал ханҩыжәибага шықәса хыҵра. Ажурнал алашара иазеиӷьашьоит арҿиаратә еихӡарақәа, аԥсуа литература, акультура, амилаҭ хаҿра реиқәырхара иазку шәышықәса рацәалатәи аусура, арҿиаратә еихӡарақәа. Аԥсны Ахада, Бадра Гәынба. Журнал заҵә аханатә зқьи-шәи инижәжәох шықәса раахыс Дырмит Гәлиа зааԥсара диҵаз ажурнал анҭыҵыз аахыс иҵуеит ханҩыжәиба шықәса. Ари ҳәарада ҳдоуҳатә культураҿы хҭыс дуны еснагь иҟазаауеит, избан акәзар арҭ ашықәсқәа рыла ҳажәлар знысыз амҩа ажурнал алашарагь анысит. Инижәжәох шықәса раахыс иааиԥмырҟьаӡакәа иҭыҵуа ажурнал алашара абарҭ ашықәсқәа ирылганы еиԥмырҟьаӡакәа аибашьра аанома, аибашьра ашьҭахьтәи ашықәсқәа ауадаҩра ҳанҭагылаз аамҭақәа роума иҭыҵуан, мшаҽнеиԥш иахьагьы иҭыҵуеит. Ажурнал алашара уасхыра зышьҭазҵаз зааԥсарақәа акыр иҳараку Дырмит Гәлиа, анаҩсан ажурнал аус адырулон Баграт Шьынқәба, Иван Папаскер, Алықьса Џьнуа, Шьалуа Инал-иԥа. Аԥхьа акьыԥхьра сахьалагаз зҳәаз еиԥш, ханҩыжәиба шықәса ҵуеит, ишыжәбо ажурнал алашара аԥсуа сахьаркыратә литература амаҵ ауижьҭеи. Ажурналгьы иара иацгылаз авторцәагьы, ашәҟәыҩҩцәа, апублицистцәа, аҵарауаа уҳәа рыуаҩыбжара иҭысит. Ушьҭа еихшьалазар ауеит алашара знысыз амҩа, иахьынтәаауа, иарҿиаз, иара убас даара иҭахны избоит ԥхьаҟа ҿиашьас иамоу ахырхарҭақәа разгәаҭара. Сара схаҭагьы аҩыратә культура лашарахь сцәырҵра алашара иабзоуроуп. Ажурнал раԥхьаӡа редакторс даман Мушьни Аҳашба, анаҩсан Алықьса Џьонуа, Ҷиҷикәа Џьонуа, Алықьса Џьиниа, Гьаргь Гәыблиа, Никәала Кәыҵниа. Ҩнызқьи ԥшьба шықәса раахыс иахьа уажәраанӡа редактор хадас дамоуп Анатоли Лагәлаа. Аџьара ҳкаҳаз ҳгылаз, шаҟаџьара ҳгәылак ҩакыз, урҭ зегь усын жәантәи ҳҳәаргьы, шәымҩа маҷӡак иадамхаргьы, иаҳзырласыр шәыбзоурала, анасыԥгьы убриоуп ҳахтәала. Ҳаԥсуа литератураҿы иахьа ҳазхыҽхәо, иреиӷьӡоу рҿиамҭақәа зегьы ажурнал алашара шәхымс ихыҵны адунеи збазароуп. Уи игәадыруп ҳжурнал аҭоурых азы, уи игәадыруп ҳара зегьы ҳзы. Аԥсны жәлар рпоет Дырмит Гәлиа еицырдыруа ипоемиа сара схәышҭаара ала иаатуеит зқьи-шәи инижәижәох шықәсаз иҭыҵыз раԥхьаӡатәи ажурнал алашара актәи аномер. Убри нахыс Гәлиа адруҳәа иааивагылеит абаҩхатәра бзиаӡа злаз ҳпоетцәа, ҳапрозаикцәа, ҳлитератураҭҵааҩцәа. Ажурнал алашара аҭыжьра алагараз ихаџьык ықәихит Гәлиа, уи Москвеи Қарҭи акырынтә
дрыбжьысит. Аԥсны еиҳабырагьы имыртәеит, имыргылеит, ииулакгьы ҳмилаҭ реизырҳараҿы ажурнал ада ԥсыхәа шрымам дырдыруа аҭыжьра иадгылартә иҟаиҵеит. Згәы былуаз зегьы ршьапы иқәгыланы ажурнал аԥҵара иашьҭан. Раԥхьаӡатәи ажурнал аномер аиҿкааҩцәа рхыԥхьаӡараҿы иҟан ашәҟәыҩҩцәеи аҵарауааи аӡәырҩы. Алашара ԥҵахеишьҭ иханижәижәаба шықәса ҵуеит. Уи аамҭа иалагӡаны ара амаҵ азыруеит зусҭак ԥхықәрала иазнеиуа. Ханижәижәаба шықәса егьмаҷым, егьырацәам. Аԥсуа литературатә бызшәа ашьақәгылараҿы абри иахьа ҳазықәныҳәо ажурнал ааԥсарақәа рацәоуп. Ҳашәҟәыҩҩцәа раԥхьатәи рԥышәарақәа иарбан ҩымҭазаалакгьы ауаа рызнагара аҿы ари иацызго аҟаҵамызт. Совет ҳәынҭқар анышьақә неилыбга ашьҭахь абри рҳәон аԥхьа. Шамахамзар ареспубликақәа зегьы рҿы, шамахамзар ашәҟәҭыжьрагьы ахы иақәиҭыртәит зҳәаз еиԥш. Ажурналқәагьы ҭыжьра иаҟәыҵит аҳәынҭқар ихарџьала. Шамахамзар зегьы рҿы. Усҟан убҩыза дикий капитализм ҳәа ашьақәгылара ианалага, усҟан акультура аӡәгьы иҭахӡам. Илкаауп. Аха ҳара ҳҿы, ҳара ҳҷыдарақәа ирыбзоураны, ҳара ҳҳәынҭқарра ҿык ҳара ирыбзоураны, уҳәара зҳәаз еиԥш ҳара ҳаизыҟазаашьа ирыбзоураны, аҳәынҭқарра рхахьы иргеит абарҭ ахәышҭаарақәа, акультуратә хәышҭаарақәа реиқәырхара, уи абзоураны, уажәраанӡа ирҳәон абра аиҳабыра иҭабуп агьыҳәан, са хаҭала иҭабуп ҳәа расҳәаӡом. Избанзар, иҭабуп ҳәа зраҳәатәак заҵәыкоуп, уи ахьеилыркаауа азыҳәан. Ари аҳәынҭқарратә усуп, ҟалап ихаду аус акәзаргьы, акультура ацхраара, ҳсахьаҩыра, ҳбызшәа аиқәырхара. Уи ҟарҵоит, уи аҟынтәы убри абзоураны иахьагьы аԥсы ҭоуп ажурнал Алашара. Аԥсуа сахьаркыратә аԥсра ақәӡам. Иахьа ҳаҳзыҳәан зегьы ҳзыгәырӷьароуп. Ныҳәа дуӡӡоуп, ханижәижәаба шықәса аԥсуа сахьаркыратә журнал ахыҵра ҳахьахаану уи ҭоурыхуп. Аха сара сзы маҷк игәыхьуп. Избанзар жәашықәса рылоуп сахьеиҵбу Алашара аҵкьыс. Аха сара сырхаануп убриҩыза дуӡӡақәа, убриҩыза ахатәрақәа, даҽакала иуҳәозар агениицәа, аԥсуа сахьаркыратә жәа, аԥсы хьҭаз здыруаз, аԥсы ҭазҵоз, имԥсыртә амч ҳзынзыжьыз адуӡӡақәа. Урҭ анысгәалашәалак иахьа абра иахьҳалам, даара сзигәыхьуп. Хашҭра сзақәӡам ишазгәаҳҭоз Алашара журнал инижәаба шықәса ахыҵра, аԥсуа театр ҭырҭәааны, аиҳабыра, аиҵбыра, Аԥсны ахыҵыхәа зегьы ршьапы иқәгыланы инеигәырӷьоз. Иахьа ханижәижәаба ҳакуеит уадак. Саҭашәымҵан, ас сықәгылара сҭахымызт, аха сара акалашәа соуп, уиоуп исзырҳәо. Убри аҟнытә иахьа абри ауада ҳакит. Анцәа сиҳәот. Ԥсыуабжьык, гәык абжьы, Анцәа иаҳауазар макьана ҳаихамышҭыцзар, шәышықәса наҳхыҵуа, Алашара уадақәа ҳрыҩнамхо, убри аизгәаҳамҭо, инеиҵыхны аԥсуа театр аҿы, анкьа ишазгәарҭалоз, ишазгәырӷьоз еиԥш, аԥсуа сахьаӡәада ԥсыхәа шҳамам аҳәынҭқаррагьы, ажәларгьы, адгьылгьы шыҟам, аԥсадгьылгьы шыҟам, иеилаҳкаауа Анцәа иҟаиҵап. Ханижәижәаба шықәса зхыҵыз алитература сахьаркыратә ауаажәлар аполитикатә журнал Алашара аханатә инанагӡо аус ала ҳмилаҭ культура аҿиара иацхраауеит иахьагьы. Фаина Матуԥҳа, Торник Амичба, Абазаканал азы.
Прием заявок на «Взгляд-2025» завершится уже через день. Успейте подать заявку до 28 ноября включительно. «Взгляд-2025» проводится с целью популяризации объективной профессиональной журналистики в области сотрудничества Республики Абхазия с Российской Федерацией. Номинации: лучший телевизионный материал, лучший радиоматериал, лучший печатный материал, лучший фоторепортаж, материал на интернет-ресурсах, личных блогах. Молодой журналист, работает в медиа не более 2 лет, деятельность представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и традиции российско-абхазского культурного гуманитарного сотрудничества, а также 100 лет народной дипломатии, 80 лет победы в Великой Отечественной войне, 80 лет со дня рождения Владислава Арзенба. Также тема специальная номинация «Тематика СВО. Добровольческое движение в период Отечественной войны народа Абхазии». По итогам конкурса победителю в каждой номинации вручается ценный приз и диплом. Победители также будут рекомендованы для участия в международных учебно-образовательных поездках, конкурсах и программах Россотрудничества. Делегация Абхазского государственного университета завершила официальный рабочий визит в Московский госуниверситет имени Ломоносова. В течение 2 дней представители АГУ приняли участие в серии научных, культурных и образовательных мероприятий. Расширенный репортаж Алхаса Чхамалия смотрите в нашем вечернем эфире. Объявлены 16 финалистов конкурса «Знание лектора» в Абхазии. Финал пройдет 11 декабря на базе Абхазского госуниверситета. 16 граждан Абхазии отобрали из 105 участников. Среди них депутат Сухумского горсобрания, замгендиректора Абхазской государственной телерадиокомпании, специалист в сфере народной дипломатии, преподаватели вузов, школьные учителя. Они выступят перед экспертным советом. В его состав войдут представители органов власти, общественных объединений, образовательных организаций и научного сообщества. О спорте. Футбольный клуб «Нарт» из Сухума завоевал Кубок Абхазии, обыграв команду Бзана из Кутола со счетом 3-0. На Сухумском стадионе «Динамо» прошел финальный матч Кубка Абхазии. Игру посетил вице-президент Беслан Бигвава. Церемония награждения состоялась сразу после матча. Кубок победителю вручил вице-президент Беслан Бигвава. На церемонии также присутствовал премьер-министр Владимир Делба. Беслан Бигвава поздравил футболистов и отметил высокий уровень спортивного мастерства, продемонстрированный обеими командами. Сейчас о погоде. В пятницу 28 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 15 до 20 градусов. Температура морской воды 15 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 80%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.